Дороги, свет, вода – главные составляющие комфорта сельских жителей. На улицах Вавилова, Подгорная и Зеленая села Дзукта Сухумского района из-за сошедших селевых потоков была повреждена дорога, а в Синопском ущелье был разрушен мост. Здесь проживает 150 семей. Они не могли проехать даже на внедорожнике. Продукты доставлялись через лес. Руководством страны и администрацией района было принято решение экстренно засыпать дорогу белым скальником, чтобы жители имели возможность выезжать на работу и за продуктами. Было принято решение администрацией Сухумского района и, конечно, нашим руководством Республики Абхазии экстренно засыпать, подсыпать все вот эти моменты, чтобы людям было комфортно ездить по нашей деревне. И начались работы, то есть по засыпке белого скальника. Это самое быстрое и качественное, то, что можно сделать. Асфальт мы, конечно, ждем, надеемся, что он у нас будет. Ну, после стихийного бедствия, примерно плюс-минус 3 километра было подсыпано. В прямом смысле там были такие завалы, что 3 дня тяжелая техника работала. Для устранения проблемы была привлечена спецтехника. Работы были завершены в течение 3 дней. У нас работало 5 единиц техники. Мы наняли техники, трактора, БелАЗы, в общем-то, большая техника. Наши соседи с улицы Вавилова пришли на помощь, тоже большая техника, потому что тем же трактором JCB невозможно было это убрать, там огромные валуны, то есть была прибегнута, наняли гусеничная техника, которая, то есть, эти завалы раскрыла, и люди смогли попасть к себе домой. Местные жители отмечают, что в результате проделанных работ ситуация значительно улучшилась. Если раньше дорога до Сухума занимала более часа, то сейчас время значительно сократилось до 20 минут. Автобус айдзомыз, яртаз жвот, а школа хохочка из нукорот приё, автобус ге дайвот, шун пейгуб. Айнун зазым азгия намта. Данная дорога соединяет села Дзукта и Келасор. По словам главы села Дзукта Ваграма Казаряна, она была очень разбита, из-за чего 35-й автобус не имел возможность привозить и увозить людей в город. Общая протяженность дороги – 1,5 километра. Вся она была отремонтирована. Также предусмотрели ливневку. Мы сейчас находимся в село Дзыгута. Дальше идет село Келасур, то есть это у нас одна дорога, оттуда ездят дети в школы, люди живут. Тоже было принято решение администрации Сухумского района расчистить здесь, сделать очень углубленную ливневку, наняли тяжелую технику, чтобы лет 10 не было проблемой для данной дороги. Ливневка спасет дорогу, которая потрачено было много денег. Для сел с гористой местностью характерны селевые потоки. Заместитель главы Сухумского района отметил, что администрация также проводит ремонтные работы в горных селах, пострадавших от стихийных бедствий. В этом году планируются ремонты в селах Дзыкта, Келасур, Яштхуэ, Шера, Гумиста и Псху. Находимся в селе Дзыгута и Келасуре. Буквально в прошлом году были построены и отремонтированы дороги. И буквально через 2 недели опять та же самая история случилась. И дождь, селевой поток снес дороги. И пришлось ремонтировать наши дороги в селах Дзыгута. В данный момент идут ремонтные работы в селе Яштуха, Нижняя, Верхняя. Готовятся некоторые переулки в селе Гумиста. И самое главное, связывающее центр Абхазии, село Псху, туда, чтобы доехать, основная дорога, одна дорога или на вертолете. Так что в данный момент идут ремонтные работы, восстановлению тоже после селевого потока. На ремонт дорог администрации района было выделено 20,5 миллионов рублей. Руководство страны совместно с главами местных администраций продолжает проводить мероприятия по оперативному устранению последствий и предупреждению стихийных бедствий. Шазина Ханагу, Фатима Гергия, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.